В эфире обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Доходы россиян будут восстанавливаться в третьем и четвертом кварталах 2021 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По мнению министра, это произойдет после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. При этом Решетников отметил, что рост экономики начался уже сейчас. Однако увеличивать финансирование плана восстановления отечественной экономики не планируется, признался Решетников. Тем не менее, не исключено принятие точечных решений по данному вопросу. Ранее предусмотренные средства пойдут на социальную поддержку граждан. Более 615 тысяч россиян были уволены за 2 недели января 2021 года с 11 по 25 число. По состоянию на 25 января численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила более 2,5 миллиона человек. В связи с этим Минтруд предложил возмещать работодателям часть расходов на оплату тех, кто устроился через биржу труда. Траты из федерального бюджета на реализацию программы могут составить 12 миллиардов рублей. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда в настоящее время стабилизируется. По данным Росстата, в декабре прошлого года уровень безработицы составил 5,9%, а пиковое значение 6,4% фиксировалось в августе 2020 года. В России может быть законодательно введен новый вид кредитов – ссуда на судебные расходы. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги. Расходы банку или любому, кто выделит деньги, с лихвой компенсирует ответчик на судебном процессе, если проиграет дело. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству изучает законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов. Суть идеи в том, что некие структуры, банки, страховые организации или любые другие имеющие деньги смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Часто бывает, что дело человека правое, но в суд он не идет, потому что нет денег на адвоката. Тогда на сцене может появиться кредитор или инвестор и выпишет чек на круглую сумму. Если процесс будет проигран, в накладе останется только кредитор. Если же правда восторжествует, то и судебный инвестор будет с удовольствием пересчитывать прибыль. Российский бизнес предложил создать особые налоговые условия для призовых выплат с мероприятий по киберспорту, а также предусмотреть специальные налоговые условия по оплате труда несовершеннолетних киберспортсменов. Авторы инициативы отмечают, что в Налоговом кодексе России также нет понятия «доход от турниров и деятельности в области киберспорта». И в итоге спортсмен теряет стимул к развитию на предприниматель, то есть клуб, члена команды и в итоге бизнес. Бизнес также предложил создать основание банковского платежа вознаграждения от мероприятия в области киберспорта и включить в общероссийский классификатор видов экономической деятельности понятие киберспорт наравне с другими видами спорта, например, шахматные и шашечные клубы. Ожидается, что внесение маркера киберспорт в АКВЭД кратно усилит инвестиционную привлекательность индустрии и послужит стимулом для восстановления и развития смежных отраслей, часть которых пострадала в период пандемии. Это креативная индустрия, ивент-индустрия, отрасль IT, видеопроизводство, платежные сервисы и фэшн-индустрия. 1 января прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Уже в феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь. Об этом заявил замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров. Он подчеркнул, что с 1 января предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством России без послаблений, которые были установлены Кабинетом министров в апреле. Так, коммунальщикам, ресурсоснабжающим организациям и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет применяться вновь. К этому часу у меня пока все новости.